Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас на раскоксовочку приехала вот такая вот тачка. Это у нас Prius 20. И у него большая проблема с масложором. То есть очень много жрет масла. Жрет от замены до замены еще целый, можно сказать, 5 литров, наверное, хавает. Ну, от замены до замены. Вот. Ну, в общем, много ест. Или может быть даже больше. Я не знаю, сколько он кушает, он мне не пояснил, как бы сам не понял. Но у него очень сильно закоксован двигатель. То есть отложения на поршневой группе, отложения на группе этих клапанов, в общем-то. И здесь надо что-то более-менее серьезное применять автохимию. Мы решили, короче, пойти самым сложным путем, это демиксить этот движок. Вот. В общем, каким способом будем делать? Будет у нас идти в несколько этапов все это дело. Первый этап это будет 4 флакона демиксида, промывочное масло. Я выбрал Luxel 5W30. Хорошее масло, говорят. Но как бы пойдет оно для такого случая. И не очень дорогое. Вот. И фильтр. Все это по цене у меня стало. Заливаем 1600 масла, где-то демиксида на полторашку, и 350 фильтр стоит, да? Второй этап точно такой же будет повторяться: фильтр, 4 демиксида, масло. И третий этап: фильтр, 4 демиксида, масло. На пятый этап мы заливаем, запениваем все валерой в горшки, даем отойти немножко клапанам, вот. И в конце мы уже заливаем свежее масло, чистое, TCL. Я выбрал, это у нас где-то оно по цене 5500, плюс фильтр 350 рублей. Вот. И в самом-самом конце мы будем накладывать вот такую штуку. Это у нас, в общем-то, промывка топливной системы. После всех этих процедур мы будем чистить форсунки. Вот. На полный бак зальем вот эту штуку, он выкатает, и как бы все должно быть более-менее складно. Ну, раскоксовка дело такое, это риск. Ну и как бы это 50 на 50. Движок мы посмотрели, вроде бы нигде ни колпачки не бегут, ничего. Но я видео покажу, где мы делали эндоскопию. Вот. В общем-то, колпачки не бегут. У него есть немножко как бы по кольцам масло, как будто бы оттуда выталкивает. Ну, пропускают кольца, я так понял. А почему они пропускают? Да потому что они залегли. Вот. Как таковых задиров не особо много. Хонинговка чуть-чуть присутствует, поэтому мы взялись за этот движок. Если бы не было хонинговки, мы бы за него не взялись вообще. Вот. Ну, тут можно попробовать его все-таки сделать раскоксовочку, сделать такие вложения. Вот. Ну, гарантии, конечно, на раскоксовку никакой нету. То есть это дело такое добровольное абсолютно. И ну, тут как бы либо отсрочить покупку нового двигателя, ну, контрактного. Немножко есть момент по раскоксовке. Кто на это идет, тот идет как бы. А у кого есть бабки, позволяет, лучше купить просто движок и не париться со всем этим. Но я думаю, что это тоже имеет место быть. Автохимия помогает, и этот движок мы попробуем сделать и покажем вам, как это делается вообще в целом. Вот. По раскоксовке здесь получается, по раскоксовке у нас такие машины подвержены. Это у нас Prius 20, и его вот есть смысл раскоксовывать. 30-е кузова тоже уже более-менее уже подходят к этому времени, когда уже можно, в принципе, делать раскоксовку. Вот такие дела. Все, смотрите, ставьте лайки. Покупаю вот такой вот, замерять масло, давление. Когда будем делать раскоксовку, будем мониторить давление. Начинаем работать, готовим Приуса. Сейчас мы еще раз посмотрим все эндоскопом. Вот достал эндоскоп. Сейчас еще раз Максик откроет все. Здесь все выкрутит. Сейчас мы эндоскоп загоним, пофотаем все клапана,
полностью компрессию промерим. Ну и как бы будем готовить автомобиль. В общем, подготовил всю химию. Вот вся химия, которая будет применяться при раскоксовке этого автомобиля. Он очень сильно закоксованный, поэтому будет 3 этапа. 3 этапа демиксида, это с промывкой. Вот второй этап, третий этап. Потом накладываем сверху валеру, вычищаем полностью камеру сгорания. Ну и в конце уже мы будем конкретно промывать, ну в смысле уже все заливать готовое масло, ТСЛ и валену будем применять. Какими будем пользоваться инструментами? Это эндоскоп. Потом купил я педальку вот такую вот специально, чтобы можно было фиксировать обороты двигателя GTC-шная. Вот. Также приобрел манометр давления масла. Будем измерять. То есть будем контролировать. На первом этапе мы будем сейчас сразу сливаем старое масло, заливаем сразу свежее и сразу заливаем демиксид. Потом только после первого этапа мы будем откручивать поддон и снимать всю краску. Поэтому нам надо будет сейчас контролировать давление масла, чтобы у нас маслоприемник не загадился. Ну и в принципе все. Как-то так. Вот такой манометр взял со всеми переходничками. Ну, это с какого набора? Твой коротышмак? Да, это его коротышма. На, Макс, вот этот коротыш. Все, нормально. Со свечками. Нормально? Нормально. Ну да. Свечки он новые ставил, говорит. Просто их закидывает маслом. Ну, маслом не закидывает, это хорошо. По сути. А, их не закидывает маслом. Не закидывает. Ну нормально, да. Это значит, что колпачки не бегут. Да. Ну, Так бы залил. ну и так-то даже по этой видно, что по эндоскопии, что колпачки не бежали. Ну я первоначальную эндоскопию делал. Сейчас мы уже более углубленно будем ее делать. Сейчас мы пофотаем камеру сгорания. И всё. Просто нагар у них идет, да, быстро. А так Ну-ка. они сухие, в принципе, рабочие. Фокусируется плохо. Ну да. Что у меня камера вообще в последнее время ни хрена не фокусируется. Только на дальняк работает и все. Ну ладно. Ну что, начинаем эндоскопию. Так, включаем наш эндоскопик и пошли в первую. Ну нам надо вообще по идее его весь это. Режиссер. Что, клапан? Поршень опускается? Поршень. Да, отпускается. Еще давай чуть-чуть. Не, сейчас нет. Сейчас Ну, всё. встал. Все, А что встал-то? Почему? все хватит. Не, еще. А, ну в принципе. Хорошая хамминговка, смотри. Тут уже хоть Сатурна есть. Видишь, по кольцу. Можно?
здесь смотри, у него уже уклона просто. Там всё нет, да? Это надо... Но он не мокрый. Не, это не мокрота, это... Да, вот почти, значит, у него подтекает. Тогда вот это смотрел, может быть и такое, что от нагара клапан бывает. Хотя клапан, а потом вообще пойдет. Поднимет его, ничего уже больше не поднимет. Согласен. Пусть стоит, работает сколько там, час-два, сколько он должен работать. Короче, у нас целая спецоперация. Вот подготовили здесь все. Шланг для этого. Будем, машина здесь будет у нас колматить, потому что, короче, это. Надо, чтобы она в тепле была, чтобы лучше у нас все это дело, процесс прошел. Готовим гофры, чтобы вывести туда все наружу. Куда нахуй? Посчитайте, блядь. Я 7 посчитал. 7 он На посчитал? всякий случай это. Я десятку отмотал. Гараж 8 метров, что ты хотел? Ну да, я 7 посчитал, и чтоб на 3, чтоб, ну, больше было. Ну. На всякий случай. На всякий случай. Да. Что, готовим вывода. Картерные газы у нас пойдут туда, за гараж. Посмотри, что на них надели. На. Гофру. Да, такая наша гофрочка. Монтажная. Для электрики. Сейчас, да. Сейчас будем глушить. Вот один заглушенный. Шланг, чтобы не резать, да и все. Ну можно и отрезать. Так он... А, ну ты так сделал, да? Да, Ну можно, с да. обоих сторон. Ну да, можно. Что такое? Два шланга, это у нас картерные газы пойдут туда, наружу. И сейчас газы тоже туда сейчас выведем наружу. Весь процесс будем проводить в тепле, потому что нам надо, чтобы двигатель нормально грелся. На морозе ему не так-то очень комфортно будет греться. Поэтому сейчас будем нагревать движок хорошо. Обороты будем поднимать. Ну, первые 1,5, наверное, потом побольше. 2000, потом максималку будем. Два цикла на максималке будем гонять. Мы вот так вот все замутили. По колхозному все сделали. Нормально. Сейчас нагреваем масло, чтобы его слить до рабочей температуры. Ребята, процесс пошел у нас. Сейчас
Мы нагреваем масло, чтобы слить старое масло. Закручиваем ну, как бы свежий фильтр. Заливаем свежее масло. Заливаем димексид. И пошла жара у нас на оборотах 1500. Будем где-то примерно 1502. Даже двушку, наверное, сделаем. И будем его час таким образом, чтобы стояло, работало. Но прежде мы сейчас что сделаем? Сейчас Макс снимет поддон, и мы почистим весь этот. Краску, короче, с поддона будем снимать. Димексидом. А? Вот и все. Маленько наша инструменты. Ждем. Может эти поставить на козырьки? На всякие. Сейчас какой идет. Мама не покажет. Ты смотри, горячая вода. Я знаю. Да, ну. Ты бы это, перчатки одел бы. Макс, Дай ему перчатки. Да ладно, все. А, Макс, не гони, на, вот Не он. ссы. Все, что ли? Все. Все, обжегся. Сильно тут, блядь. Там что, кипяток, что ли, еба? Нормально? Теплое. Тепло. 80 градусов. ну. Нормально, прилично тоже. Ну. Звезда, там вообще ничего не видно, нахуй. Согрел, думаю. Чернота, нахуй. Черная пиздец, ага. Макс, пальцы греешь. Да. Замерзли, блин. Ну все, сейчас масло сольем. Поддон снимаем. Все зачищаем. Все ставим. Все, у него же тут окрашено. Так, ну что делаем? Сейчас первый цикл. Заливаем масло. Масло у нас Fuel Synthetic Luxe Дай. 5V30. Сейчас почитаем, что это. Нагар какой есть бы. Синтетическое моторное масло для самых технологичных бензинов. Там он есть гроза Гроза. сбоку. О. О. Вот сейчас фотку сделай. Там тоже можно нажать сразу. Вот сюда? Да. О. Макс, выползи, я подниму тебе. Кого? Все хорошо. На одинаковом сделайте, чтобы масло завели. Я сейчас я закручу пробку, да и все. Опустим, да. Да, пустим ее и Пусть все. пускай работает, да. Да? Оттронулся. Первая партия димексида пошла. Сейчас разогреваем. Да, разогревать как-то. Сколько ты его поставил? Она 4 минуты пусть Масло это талово, короче. херачит. Масло доталовали, ага. А, вру. Пусть пока димексид пока постоит. Сейчас мы масло нагреем сначала. Погоняется. Погоняется до горячей температуры. А потом сразу туда димексид шлепнем. Так будет пограмотней. Димексид давай нагреем тоже. И димексид нагреем. Микроволновку же он притаранил. Все нагреем. Я микроволновку с дома принес. Так, ну все на боксе, да. Да тут вообще все серьезно, ё-моё. Картерные газы вывели, тут утеплили, все, машина готова, подготовлена. Сканер подключен тоже. Сейчас Приус полетит. Не 20-й будет, а 35-й. А 25-й будет уже Приус. На поколение выше сделаем. Приус 20 Pro. Макс. Про Макс? Про Макса. Ну Макс же делал, значит про Макс будет. Крейзи Макс, это же Крейзи, это же псих. Я Да. Ну не совсем что-то так. Ну все. Да, сейчас поприкалываемся. Да, поприкалывался. Заводи.
Че, полетели? Ну давай. Все, греем масло до рабочей температуры, свеженькое. Потом заливаем демиксид. Запалишь? Ладно, давай зальем демиксид, потом. Да, отлично. Первая партия демиксида Давай полетела. отнеси его сюда. Га- Большой? Горячий? Конечно, горячий. Еще ну, потом. Подожди, подожди. Кипяток прям. На меня только не держи. Подожди. Туда, в ту сторону давай, брызни. Вот, Брызни, нормально. сейчас пробка вылезет. нахуй. Ну. Может. А я нихуя он нагрелся. Ну, Возьми тряпку. Возьми тряпочку, ну. Вот, Андрюха, на. Оторви себе тряпку. да это что такое? Вот эту оторви. Тихо, тихо, она что-то вообще как-то странно себя ведет. нахуй. Я же тебе говорю, она Просто- просто может, всё странно. может, Маша, может, зайди оттуда. может въебать. На выстрелила. Пышного, да и все. Да, да, пышного. Пробку туда, главное, не урони. Я тебе как это? Давай воронку лучше тогда. Давай воронку. Вон она, Макс, у тебя. А она воронку не сожрет нашу же? А вот эту лучше, ага. Да, стоп. Эту не жалко. Это не жалко, блядь. Все, держи. Ну, что-то не... Нормально, Целится. вот так. Все, да. уходите, глаза, парень. Давай, давай. Заливай. Убирай, убираем. Я Жека Да- вижу. Да не очкуй ты. Ну, бля. Как это, бля. Пошла мазута. Химики. Химики-технологи. Ну что, У меня давай. что-то образование техническое. Второй заливай. Быстро, быстро заливай. Пока, Ты чё, пока не остывает. Открывай, Макс, языки. Да ты их не закрывай, нахуй. Ты ему готовь сразу, чтобы это. Нет, Макс, ты просто эти. Не открывай, а с коробок доставаем. Совершенно. Вот что такое? Это Да нормально. просто. У меня перчатка справилась. Сплавилась? Угу. Как она сплавиться могла? Не знаю. Ты давай резче. Да подожди ты, нахуй. Быстро надо это делать. Быстро надо. Вставай. Подогреем. А она не остынет. Не успеет. Не торопись. Ох, бля. Не 3 часа же открывать будешь. Да я ще, ну, пиздец, мужики. Ну она такая должна быть. У нее эффект на горячий лучше сработает она сейчас. Два, 3 тюбика. Ну, в принципе, это же медицинское. Кстати, моешь что-нибудь, рану какую-то. Да, да. Да. Ничего же, в принципе, не... Не горячий. Смертельно. Где этот демиксид выпускает? Ну, не горячую, да. Концентрат для приготовления раствора. Так. Медицинская тема. Город Казань. О, это же моя родина. Татары. Якутяне же мы. Ну так я-то. Батя-то у меня татарин. Серьезно? Да. Не местный, что ли? Не. Жека сам не место. Я с Моха. Батя у меня вообще с Казани. Из Новгорода. Но все равно ты якутян. Ну, я-то якутянин уже. Тут родился. Четвертый пошел. Ну все, закрывай. Сейчас будем баню устраивать. Засекаем время. Записать надо время сейчас будет первого цикла. Час 19. Записываем час 19. Начало эксперимента. Вот смотри, не склеились уже. Такие, ну, бля. А? Чё? Склеились сейчас. А. Час 19. Это у нас получается 40 минут. Сколько это будет? Час 59, да? Нет, 40 минут. Ты что, 60, наверное? 60 минут, час. Час 59, все правильно. Ну, 40 минут. 40 добавь. Десятки. Обороты 1500. Пошла жара.
Пошел первый этап промывки. Ждем до часа. Час 59. Будем ждать. 40 минут будем мыть пока что. Думаю, за 40 минут справ не должно ничего. Никакая краска не поднимется. Че, нормально дымит, да? Вылетает с него, ага. Всякая шляпа. Ну что-то мало еще пока что. Еще пока мало. Здесь тоже. Ну. Затянул конкретно. Ничего не сифонит, да? Вообще нормально. Красава. Все тогда что? Сейчас проветрим маленечко, а потом закроем. Вот следим за температурой. 96 температура двигателя. Вот. Педальку сделал. GTC-шную. Обороты. Делаем на оборотах 1500 где-то примерно. Первый этап. Окисление, старение масла. Образование Короче, неба. она продолжает жизнь маслу просто. Да, да. И ресурс двигателя увеличивает. Валена. Валена СВ. Вообще классный продукт, его многие используют. Валена. Кстати, братан, ты себе тоже в Хонду можешь его заливать. Чего Ну, ты? но Honda новая. У тебя она будет, не, она будет его тебе жизнь двигателя продолжать. Вот она маслу дает смазывающие свойства больше, короче. И за счет этого у тебя двигатель ресурс увеличивает. Такой маленький пузырек такой. Мы подержали где-то около 50 минут. И сейчас будем сливать масло. Очки, Макс. Вот он, да. Очень, да. Сними уже респиратор. Сейчас внутри инопланетянином будешь конкретно. Если с респиратором не оденешь. Смотрим, что получилось у нас. Да, аккуратнее нахуй. Да что будет, братан? Не знаю, что будет, но аккуратнее все равно. О, нихуя. нихуя. А такой же черный нахуй. Да больше даже. Что, пробку взрываем? Пробку надо взрывать. Нихуя ты закрутил ее. Слушай, а залаченности-то уже меньше. Вот мы хотели тогда с Максом изначально. Да, посмотреть. уже поменьше. Ну тут. Не, нихуя, там на Я том... не сказал бы, что она так пиздец не гоняет, аж просто. Да, ничего Заливается такого. там. Ну черное, смотри какое. Жестко черное. Сейчас поддон разберем, посмотрим, что будет у нас. Что, я приспущу маленькое? Вот такое у нас. Макс, я отпусти там тоже. Можешь уже отпустить чуть-чуть, ага. Тихо, на тазик опускаешь. Давай. Спокойно, давай еще. Давай, давай, Андрюха, не ссы. До колеса, чтоб прикоснуло. Давай опускай, что ты как этот, Ну, девочка, ёпте. да. Ты Да. охуел, что ли? Ну слушай, ну так-то грязный, видно же, что жестко грязный. С первого этапа вот у нас такое масло получилось. Ну, не сказать, что сильно, конечно, но есть, тем не менее. Масло грязное. Сейчас Макс снимает этот поддон. Сейчас посмотрим, что будет. Не отходит? Аккуратнее сейчас. Пойдет. Так по кругу надо пройти. Он походу это, на герметике, да? Да, конечно. Или на резинке, блин? Не, на герметике. Мгм. Снимали, значит, поддон уже. Ну, может там родной. Нет, там родной герметик, скорее Да? всего. Что-то у меня такое предчувствие. О, ништяк.
Покажи. А, у тебя перчатки. Не буду ничего пока. Я так зайду. Зайду. А, он, ну да, слушай, хорошо помыло. Маслоприемник чистый. Нагреваем поддон. Мы можем так, ты сейчас вот эту полосу нагрей, я ее пролью, потом следующую полосу. Вон там пару капель брызнул, короче. Кого? Пару капель гемоксида. Сюда? Ты брызнул? Нет, он брызнул на видео. А, Так, и все. ну так, разбрызгиваем. Подожди сейчас. Надо до 100 градусов, говорит, нагреть где-то примерно. Да какой 100 градусов, что будешь? Он так нормально сейчас его взбучит. Ну-ка. Во, жесть будет. О, бля, нихуя. Ну, нагрел. Тут нихуя он не взбучивал. Сейчас пускай. Подожди. Мало ты нагрел. Подожди, стой, сейчас. Он на максималку хреначит. Пошла жара, да? Вообще Да, вообще ништяк. ништяк чистит, а. А у него, видел, она прям поднялась. Ну, она у него как это, с пузырьками такая сделала. А машина долго работала. Ну. Он Макс, короче, маслоприемник снял. Тоже весь грязный был. Подзабитый. Сейчас все вот это вот мы оттуда убираем. Бензинчики помоем. Обратно будем ставить. Андрюха тут уже поддончик почистил почти. Почти в идеал привел. Цикл передач. Снимаешь, да? Вот 400. 400 градусов. Ну, пускаем, чтобы держать удобно было. Это что-то было, ага. Ну вот сейчас Макс почистил маслоприемники, в идеале чистые вообще. Все вообще. Андрюха он дочистил уже поддон почти. О, Андрюха красава вообще. Все почти. Как новый. Как новый, но. Ну когда он новый такой не бывает. Так что. Новейший. Ну Да. все, можно ставить. Это тюнингованный. Да, это от Андрея. О! Все горячий, Да, еще тепленький. тепленький. Еще пока тепленький. Ну все. Ну все, сейчас его герметить и все. Что он не качает? Поехали. Что-то как-то неудобно делать. Что-то жирный слой какой-то такой. Пусть пожирнее будет. Хорошо, маслом не испортишь. Не знаю, не знаю. Все крутило. Ну все. Здесь вот так вот. Чуть вот так вот. Да не, Женя, это не надо. Не надо маленько. Он и так его раздает хорошо. Он же его прижигать будет, там, его выдавит еще жестко. Это узоры уже. Ты кондитер, походу, в прошлом. Да. Тортики нахуй делаю. Нахуй. Жек, А, дай свой телефон, я тут фотону это. Сейчас, подожди, Макс, тут уже все, процесс. сейчас. Все. Вот. Сейчас. Давай это Вот. Показываю, как все там подчистилось. Поршень. Вот смотрите. Вон поршень. Почти блестит. Это на первом этапе. Как почистилось.
Вот. А, маслоприемник вот почистил, идеал. И дальше вот. Вот. Готовимся к третьему этапу раскоксовки. Готовим масло. Ну, это у нас уже в микроволновке. Да, этот в микроволновке уже все, да? Сейчас будем как бы так чистить. Запускать туда демиксид. А ты что туда? Этап у нас пошел. Заливаем баклажку масла. Сейчас прогреваем двигатель. Потом заливаем горячий демиксид. Потом все это будет у нас работать на 2000 час, наверное, примерно. Может больше. Час 20 подержим. Будет вообще нормально. Никуда горячо уже стало. Так, вот так делал. Так делал, потом вот. О, в натуре Макс получается. Вы у этого Тюпала научились, что ли? Да, выйдем. У Крейзи Макса? Видео. Пошла жара. Надо было еще нагреть. Не, нормально, Не, нормально. нормально, это же горячий, пара ты же чё? идёт. Куда больше? 3 минуты грел, нифига. Смотри, как он там уже делал. Снимай. Давай. Сейчас покажу. Сейчас. Мы тоже учимся. Сейчас пробочка так открывает его. Сейчас бахну. А, Бахнул, не бахнул. а. Сейчас. О, Теперь вот так он берет. ну. А, ну. Ну он-то без воронки это В делал. разливную он в этот... Не, он также в, туда прям- он в бутылке. Вот так ставите, вот, Да, он и прям так. без этого, без воронки. Без воронки, ну. Ну да, как-то без воронки. Ага. А без воронки смотришь? Да, блин, Да нахрена оно надо? У нас ну, вороночка же есть. На двигатель тихо, сейчас брызнет. Мы сейчас пар какой пойдет. Че, поехали? Обороты 2500. Засекаем время. Сейчас сколько у нас? Кумар стоит, еще четкий. Все выходит отсюда, вся грязь. Стоит, работает на оборотах 2500. Еще минут 10 осталось. Проходим второй этап раскоксовки. Вот. Это что нахуй? А запах-то какой? Не чувствую запах. Непонятный, да, какой-то? Вообще все, пиздец, не видно никого. Вообще везде. Ебать, вообще. Вы что, горим, ебать? К 10 будем калматить, короче. Все, пускай работает. Рада сидит, отдыхает. Пока. Чай попили. Да. Пока раскоксовывается движок у нас. Все. Второй этап у нас откалматила машина. Сейчас будем сливать, смотреть жидкости. Какие у нас жидкости темные. Помыло, не помыло. Сейчас, если черная, то будем еще мыть на разочек. Заливать. Промывочная. Пока не будет свежего, как чистого масла не пойдет. Откручивает пробочку. Смотрим, что оттуда польется. Макс сам в сторонку отбегает. Ну, О, ну уже не чисто. такое, да? Такое. Уже чистенькая. Ага. Ну, чище, чем... Ну, такое. Ну, я думаю, уже третий смысла нету, да, раза?
Или что? Он уже, можно сказать, чистый. Ну. А, запах такой, ты че? Да, четенько. Значит, хорошо помыли мы с первого раза, да? Угу. Но все равно грязь он есть. Много грязи. Сейчас мы еще камеру сгорания забрызгаем. На час. Это у нас Валерой. И все. Или демиксидом зальем. Жестким. Я уже хотели пену, давай пену. Пеной, наверное, лучше, ну. Макс выполз, я... Да, пеной сейчас будем Валерой запенивать. Пропусти меня. У нас нет. Заливная пробка уже, вон какая у нас чистая. К третьему этапу. Сейчас будем заливать еще раз промывочное масло. Промывочное масло и запенивать все это дело Валерой вверх. Так. Не стал процесс снимать. Короче, мы сейчас в цилиндре Валеру немножко зафигачили. И все, сейчас будем ждать час. Говори что. Что-то много туда залезло. Что вообще она почему-то не... Она почему-то куда-то проваливается. Не, уходишь же, слышно? Она как будто это. Вот здесь, в этом горшке почему-то. Ты третий залил? Она как будто проваливается. Она горячая? Она не держится здесь почему-то. То ли открытый, то ли что. Да не может он открытый быть. Все же 4. О, пусто. Ну, это согласен побыстрее. А горячая еще. А, нажай ко мне. Воу-воу-воу. Какие все грязные. Вон, нихуя, он выскакивает. Вот, переборщил. Вообще руки сожрет нахуй. Все же, ну что-то куда-то перебор. Все? Ты что, всю хочешь вдуть? Да, конечно. Нахуй. Что стесняться-то? Выкинул. Что там было? Ну да. Стоять, Ну, конечно, охуй. А что такое-то? Она почему-то вот здесь проходит куда-то, уходит нахуй. Сейчас посмотрим на доскопе. Он как будто это. Эндоскопом. Открытый, что ли, этот Ну, цилиндр? Ну, как можно. Нет, если Перекошенный в уровень. ты эти в уровень ставишь же. Но он проваливается и все вот здесь почему-то. Как будто не герметично. Понял, какая хуйня? Макс, пошевели кольцами сейчас, а? Трин, так. Хорошенечко, ага. Все? Ходят, да? Да, конечно. Или такое изобретение? Витая пара. Уличная. О. Мешалка. Загоняем цилиндр, мешаем. Говно мешалка. Говно мешалка. Смотри, говно мешалка. Ну да. Там Всё выкинь. свечи вообще как новые, да? Ну, когда? Вот эти свечи посмотри. Ну, вот уже весь кокс отошел, ага. Да. А были вообще все загажены. Всё, давай. Всё, давай.
Где-то вот тут завивается. Розетка его. Так, давай. Погнали. Выпрямить надо. Погнали. Так, подожди. На большие обороты не делай так. Да, все. Хватит. Посмотрим, ну-ка. Тебя подключай. Ладно, туда, Андрюха, полностью до конца Понимаю. зайди. До талого должен попасть. Ну, вот. Ну, упирается, походу. Не, ни хера. Ну, горшок должен хорошо зайти. Провалиться прям. Что, подключаем воздух? Подожди, когда отцепи эту трубку. Да-да. Ему попроще будет. На себе. Во. Да ну нахуй. во. Чё? Так, все правильно? Вот до конца, да? Вышло? Не знаю. До конца не... Нет. Блядь, как... Не попадает в колодец. Это Сама жуто. Вот такая грязь оттуда выходит. Да, много, да? Смотри. О, смотри, камешки. Но камешки, да, засасывает, а? Нагары, да? Мягкий нагар. Следующий давай. Не-не, пусть Будет еще, да? нормально он. Видишь, что его будет? А. Вот грязь летит, смотри. Но. Ужасно. Как пылесос, да? Пылесос пошел. Вон там дерьма сколько. Фильтр самый жесткий должен быть, по идее. Давай. О, нифига. Ну, не так. Много грязи. Нифига. Это даже резьба чистая. Блядь, проскочить не могу. О, нифига. Там еще сколько кокса. Смотри, сколько еще там много всего. Еще надо домывать. Маловато. Ну, сейчас мы этим помоем. Этот, как он называется? Очиститель тормозов. Да. Но он жидкий, его Вот, это херня. Это... мягкое. Да, это сейчас выгорит все. Да. Чуть-чуть осталось это вообще. Нормально даже. Я доволен. Ну-ка. Вот клапанишки. Посмотрим. Ну, в принципе, Вот, тоже, давай, смотри, чистые какие стали. Да, почистил. Жестко почистились. Ну, это херня, вот чуть-чуть там осталось. Это все выгорит сейчас. Так, хорошо. Вообще круто. Нет, первый-то вообще обрадовал. Да, там дальше будет еще. Она еще будет выделять. Конечно. Вон, смотри. Вообще. Четвертый, посмотри. Опять четвертый. Ну, тут, Ну, видишь, чистый тоже тоже. чистый, но Очень. надо его это крутануть, да. Опусти, братан. Посмотрим. Клапана тоже. Четвертый самый загаженный у нас был, между прочим. Вот его бы посмотреть неплохо было. Да, еще его. А, нет, давай-ка вот так вот. О, все, хорош. Да, хорош. Уже видно, что чистый. Ну, тут чуть-чуть вот это тоже по бокам осталось. Да это вот через час уже все. Да, все выгорит просто и все. Не будем уже заморачиваться. Смотри, какая идеальная чистота. Drop. Too fast. Drop. Too furious. I'm too fast for y'all, man. Drop. Too fast. Drop. Too furious. Oh, I'm too fast for y'all. Oh, you just came home from doing a bid. Tell me what you gon' do. Act a fool. Somebody broke in and cleaned out. Тачка дымит после раскоксовки вся. Там что там? Сосет что-то.
Вот что происходит. Вот так вот она дымит после раскоксовочки, после Валеры. Когда обороты дала, она жестче дымила. Ну, понятно, он сейчас сам даст обороты. Он сейчас обороты снизил. Сейчас еще будет. Я, оказывается, ни хрена не снял. Макс снял. Мгм. Валера маленько не домыл у нас. Сейчас будем еще демиксидом заливать. Катушки он еще, видишь, тоже Мгм. грязные, старые. Катушки грязные, от чего? То, что там в колодцах осталось, ну да. Это херня. Сейчас свечи выкрутил нормальные? Че со свечи? Сейчас я еще не Ты же не выкрутил? Катушки же. Ну. Все, понял. Андрюха, заливай. Последний. Еще подогреть, да, хочешь? Ну. Подостыло? Подостыло, ага. Накормлю Вот щас так вот тебя. микроволновочкой мы тут. Накормлю сейчас тебя, дорогая, накормлю тебя. Приус 20. Мы, Жека, слушай. Через воронку будешь делать? Да, через воронку. Ну так, братан. Блять, наверное, воронка не влезет. Вот так. Там можно было бы, наверное, даже Вот без так. воронки. Нет, воронка. Покучерявее будет, да? Ни капли не потеряем. Вот что? Что-то ты это. Все разучился. Квалификацию потерял свою. Угу. Ну что? Она просто это теплая. Ну, Ну вот это все, что вышло у нас с камеры сгорания. В этой банке. Смотри, какой осадок. ну-ка, давай там что внутри. Это демиксид и Валера. Валера это. И здесь он всякие отложения в этой банке. Это все, что... Он чистый был абсолютно. Прикинь. Нормально так почистили. Ну вот это вот все с цилиндров вышло, получается. Что будет дальше? Что будет дальше? Ну еще сейчас столько же, наверное, выйдет. Еще с демиксидом. Мы еще же залили. Ну чуть меньше будет, но все равно. Нормальный результат вообще. Да, конечно. Четкий. Где там? Андрюха, он мешает потихонечку мешалочкой. Шуруповерт. На шуруповерт насадку сделал. Все перемешивает. Окей. Свечки идеально чистые, да? Ну-ка. Нормально булькает все. Ой, Ништяк, ага. Опасная жидкость. В глаз попадет, вообще пизда будет. Она же убивает. Ну да, по идее. Разъедает. Этап у нас прошел. И вот смотрите, что у нас, сколько получилось в банке. Вот это дерьма вот этого всего. Здесь, короче, и Валера, и да, и демиксид здесь, и все на свете. Вот так вот. Путаешь. Что, заходим, смотрим, что у нас получилось по итогу. Братан, походу цилиндры далеко. Что-то не могу попасть. Ну все, устали парни. Да, уже есть такое. О, Это надо сфотать. давай. Вообще как надо. смотри. Красота, да? Вообще красота, да. Ну-ка давай там развернул бы на клапана. Давай, ну это потом. Клапана мы еще посмотрим в другом месте. Ну, да, Ну тут маленько Ну, осталось, это но это всё херня. выгорит. это выгорит. А. Вот, это херня. Она Это... сейчас мягкая. Да, это сейчас выгорит все. Да, да. Чуть-чуть осталось это вообще. Нормально это вообще. Я доволен. нахуй. Ну-ка. Вот клапанишки посмотрим. Ну, в принципе, Квадраты. тоже, смотри, чистые какие стали. Да, почистились.
жестко почистились. Ну, это херня, вот чуть-чуть там осталось. Это все выгорит сейчас. Так, хорошо. Третий. Вообще круто. Мне первый-то вообще обрадовал. Да там дальше будет еще. Она еще будет в идеале чисто. Конечно. Вон, смотри. Вообще. Все это вылетит оттуда. Ну, она вылетит через камень. Помоем, ну, буквально минут 25. Сиплый вот этот пройдет дым. Да. Глушим. Заливаем свежее масло. И все, и поехали. И валену еще накатим. Валена это у нас реметаллизант. Он поможет восстановить компрессию. Вот такой. Да, у нас компрессия и так хорошая. У нас хорошая, но это еще лучше сделает. Она продлит жизнь Конкретно масла. кольца открылись. Что сделать? Вообще, красота. Привоз этот поедет. Гоняем остаточно. Движочек ровно работает. Уже даже детонации никакой нету. Вот все, перешел на мелкие обороты. Все нормально, ни стуков, ничего нет. Мягонько работает. Следующий этап, поставили новый фильтр, все собрали, заливаем уже ТСЛ, свежее масло, фильтр закрутили, все заливай спокойно, свеженькое. Кстати, ТСЛ хорошее, вот это масло качественное, нормальное. Все полно. Рекомендую приусы. Сюда 5В30 льем. Так как пробег уже 177 тысяч. Есть другую полную. Пробег этого приуса. Ну на 177 тысяч его сильно закоксовали, да? На плохие. Ну, видать, масло, скорее всего, проморгали. Сколько? Заливаем. Все ли? Полностью. Спокойно туда. Хорошее масло вовремя. Вовремя в 5000 менять и все, да, и все будет нормально. Да. Вот ТСЛ сейчас залили, значит ТСЛ надо лить. Сейчас оно у нас поработает, согреется. И последний штришок мы зальем сюда валену. Валена у нас это присадка, которая экономит топливо до 50% увеличения срока службы масла, в 2 раза увеличивание срока службы двигателя, то есть до 12% повышения мощности, улучшение холостого хода, защита от водородного изнашивания. Короче, классная штука вот эта валена. Она, получается, создает медный слой, короче. И как бы этот медный слой, он, ну, типа добавляет компрессии и смазывающий эффект масла увеличивает в 2 раза. Вот так вот это все работает. И все, в принципе, этот приус можно отпускать. Вот так вот. Тихонечко стало работать. Шепчет ее. Здесь шепчет, четко стало. Да? И как-то немало пролито. Посмотрите-ка. Немало? Че, заливаем вот этот вот реметаллизант. Добавляем валену в двигатель. О, как здесь тепло. Ну. Как здесь тепло. Туда прям, не, без вороночки, прям старайся сюда попасть. Главное, попади. Попади. Чтобы весь пузырек, я его разболтал. Заливай. О, блядь, пролил много. Да не пролил ничего почти. Чуть-чуть. А, вон капелька. Ну все, теперь эта тачка поедет капитально. Прокачали. Тачка на прокачку. Прям. Да, я закрою. Ну, все. Сейчас, тряпочку. сейчас заведем, поработает 15 минут на холостых. Ну и на этом все. Комплекс по раскоксовке и увеличению компрессии закончилось.
Я думаю, как бы все, результат будет четкий. Компрессию мы не промеряли, потому что ну, пока на гибриде как бы это у нас сложности возникают. Но думаю, все будет замечательно. Сами видели результат, как все на эндоскопе. Вся грязь отлетела. Вот это вот вся грязь, которая в банке скопилась, вот это все. Вот галимый кокс. Вот так это выглядит. Вот это все с этой машины, с поршневой группы вышло сверху. И снизу еще тазик целый, да? Мощно, ага. Ну, мощно раз так коксовали. Тут килограммы просто кокса ушли. Все, Андрюха, ставь лайк. Красавчики. Так, испытание у нас Приуса 20-го после раскоксовки. Хозяин приехал. Сколько у тебя уже этот Приус? Уже так, почти 2 года. 2 года. Ну вот пробег 177 получается. И ты говоришь, постоянно он у тебя под Наташей, да, работает? Ну да, вот вторая зима идет. Ну. Давай круг дадим вокруг объездного, прям нормально прокатимся. Сейчас пристегнусь даже. Хочется посмотреть, как машина едет. У нее сейчас должно быть переход компрессии. Компрессия поднялась явно. Ты по динамике это должен чувствовать. Ты же помнишь, как она у тебя ехала? Двигатель, слышишь, как работает? Он у тебя шумел. Уже 75 набирает, да? Уже идет спокойно, шепчет. Ну сейчас бы масложор бы ушел. Вот что надо следить-то. Сейчас масло залили. Он сколько у тебя хавал? Ну до этого по чуть-чуть, сейчас последний вот осенью что-то мне как-то сильно стало. Из этого я как-то сразу конкретно заметил. Обратил внимание, да? Ага. А до этого как бы особо, ну так, подъедало, но это не критично. Ну. Сейчас вот будешь смотреть, надо мониторить, как она сейчас будет себя вести. Масложор должен уйти. Ну, Да, она до не минимума. стала. Если у тебя колпачки, если они герметичные, вот главное вот в этом причину. Если колпачки будут бежать, тебе бы сейчас, по идее, приехать бы немножко так через месяц, наверное, даже может на пораньше, 2 недели, эндоскопом 3-4 цилиндр посмотреть еще раз. Да, хорошо, подъеду. Ага. Ну, бесплатно Ну, в начале- сделаем, просто посмотрим. В начале декабря Ну, где-нибудь подъеду. ага. Просто подъедешь, денег не возьмем, просто посмотреть, как вообще себя ведут. Да, она резвее стала. Точно. И звуки. Вообще до этого Другие громко стали, да? работала. Ну да, он напрягался, ни хрена на нем столько было отложений. Кольца, считай, зажатые. Ну, в принципе, вот твой Prius тот случай, когда раскоксовка помогает. Мгм. Потому что раскоксовка не помогает тем, у кого хона нету. Если хонинговка, если задиры большие какие-то, если, опять же, маслосъемные колпачки все бегут, прям жестко бегут, вот тогда раскоксовка не поможет. Я чё-то достал.
сегодня видео смонтирую, потом посмотришь. Там все будет полностью. Вот и до. Сегодня-завтра может выйдет, посмотрим. Ну, Demixit мощная штука. Допустим, Валерой мы попробовали, первый раз запенили горшки. Оно, Вообще никак, да? ну, оно отъело. Хорошо так, ну, размочило все это дело, но все не ушло. А вот когда уже второй раз демиксидом, мы туда по 2 баллона, короче, демиксида захреначили. В каждый горшок по 2. Это получается 200 миллиграмм. Вот тогда час постояло, и после этого мы откачали вот эта банка, которую я тебе показывал. Это все вот это демиксид. Жестко прямо отъело. И сразу горшки чистые стали. Да, навалить негде даже, да? Камеры здесь везде. Ну, у тебя как без пробежка заработал, слушай. По идее 177-то это вообще же не предел. Ну это, ну, пусть даже он у тебя смотанного полтинник, но это не предел, да, потому что Prius 20 должен пятихатку ходить, где-то примерно, с его. Тем более батарейка у тебя нормальная, более-менее. Мы же батарейку тоже тебе делали. Вот. По расходу что у тебя? По расходу вот мне интересно было, как бы... Так, где у нас? Вот почему-то показывает вообще 4,2. 4,2. Но я заметил, когда вот сбрасываю, допустим, сейчас будет показывать там Новые какие-то. 18, 19, прям хорошо. А, ну он набирает, получается. А потом, Ну-ну. она же у меня часто под Наташей прогревается. И когда просто стоит, вот показатели, вот сейчас, допустим, 18,5. Мгм. Пока езжу нормально, а вот когда стоит, почему-то вообще падает. Мгм. Не знаю. Ну, это его реальный, походу, ага. 17,5 на сотку. Ну, нормально так. Но летом у меня было и 21, и 22, где-то так Мгм. даже. Странно, Все да? равно она работает как Как обычная полторашка. машина. Да. Ну, Вот летом конкретно ощущается. да. И все гибриды такие. И Toyota, и Honda, в принципе. Они экономят бензин только летом. Нормально. Ну, зимой тоже экономят, но совсем чуть-чуть. Печка работает, нагрузка большая постоянно. Даже вот так сейчас Педалью, да? педалью играешь, она конкретно тяга Мгм. идет. Раньше такого не было. Круто, что сказать. Это первая машина, которую мы раскоксовали именно, как сказать-то, ну, в пределах сервиса. Когда мы сервис открыли, вот ни одной машины мы еще раскоксовку не делали никому. Свои машины все делали раскоксовки. Я знаю этот эффект, он помогает очень сильно. Вот этот, который мой Суксид, на нем двигатель, по идее, уже, ну, его давно уже пора на помойку было выбросить, по идее. Еще Ну, побегает, да? Он бегает, ему пофиг. Я ему автохимией вторую жизнь, можно сказать, дал. Но я ему делал немножко другую автохимию. Это присадка Next называется. У меня была сегодня месла тебе наложить этот Мгм. Next. Но, в принципе, у тебя ханинговка хорошая, я думаю, тебе это лишнее будет. Потому что сама Валена, вот эта, которая вторая присадка, она то же самое, только она чуть-чуть по-другому работает, короче. Но она тоже тебе создаст сейчас эффект пленки этой, и у тебя компрессия увеличится, Мгм. выровняется во всех горшках. Печка-то Че по антифризам у тебя? Давно менял? Ну, антифриз тоже бы по идее. У меня тоже на работе есть
Мгм. рефрактометр. Мгм. Я замерил. Не, Короче, рефлек... 35, минус 35 показывает. А, да? Ну надо, тогда тебе надо. Ну, 35. не знаю почему. У меня вон друг Ага. на примке. Вот буквально недавно печку все чистил, жидкость менял. Также заехал ко мне, мы Мгм. померили 35 градусов. 35. Ну, по идее, значит, такой залил. Либо Но он минус 50 заливал. ну, не может быть такого. Вот мы заливаем минус 50, у всех по Ну рефлекторметру вон, минус допустим, видео где-то было, по-моему, в Сибо или что ли вчера. 50. То, что вообще на этикетке минус 50, Мгм. а она замерзла в канистре прям. Да. Ну это подделки, Калимы. Я вот, допустим, ТСЛ-ку, я ее выношу на улицу. Вот конкретно. Приезжает человек менять минус 25 там или во сколько, вот я показываю, что она нормальная. Как бы даже и мне хорошо. Ну, проверяю То, что я у их. меня, допустим, минус 35, что... Ну, она минус- уже, по идее, не должна замерзнуть. У меня двигатель Не, она замерзнет-то не замерзнет, но дело не в том даже, что по какому градусу, да, смотреть. Мгм. А если По она у свойствам, тебя да? просто по свойствам больше 2 лет, она у тебя бегает, ну 3 года, да? Ага. 3 года это предел для, по идее, для этого антифризов. Что бы там ни говорили, по 5 лет, по 10 типа антифриз должен ходить, нет. Потому что свойства оно через 3 года свое настолько теряет, что печка начинает хуже работать. Тепло совсем другое, отдача. И двигатель греться начинает по-другому. То есть на 5 градусов уже идет разница, чуть выше уже получается. Поэтому по антифризам надо менять, обсвежать надо. Я не считаю, что это так дорого, что ли, что... Опять же, это на двигатель влияет. Вот двигатель, масляную систему мы тебе сегодня почистили, а система охлаждения у тебя может быть грязная быть. Раз в 3 года тебе надо ее, по идее, чистить, а чистишь ты именно сменой антифриза. Все дерьмо оттуда вышло, свежее залил, опять поработало 3 года, опять оттуда все надо выгонять. Иначе оно копится, забивает каналы, вот эти, которые, ну, как сказать. И все, и у тебя проблема начинается с помпой, с перегревом двигателя. Перегрев ловит двигатель и начинает вести головку и все остальное. Ну и как бы можно сказать, что двигатель тоже страдает очень сильно от этого. Да, надо будет как-нибудь заехать. А у нас вот в группе, вот, конечно, много умников как бы спорят. Ну да, как бы это ихние машины. Я так и говорю, что это ваша машина, это вы должны обслуживать, следить за ней, как бы, да? И спорить тут, что спорить-то? Я говорю, что есть по пробегам. Ну нормально, мне нравится, как она едет. Реально, вот сейчас даже вот чувствую. Ну, может, кстати, и этот показатель изменится. Не знаю, Может посмотрю. быть, да, расход, возможно, даже это меньше станет. Ну главное, это чтобы не было масложора никакого. Это самое главное. Тут сейчас будет скоро. Вот. Так, дальше чуть-чуть. Вот этот. Ага. Да, его. Вот он.